В основном, знаешь, это вот когда стоят перед выбором, А, когда не понимают, как поступить дальше. Вот сейчас вот очень много, как вот эти вот начали уезжать за ага. границу. Вот тут прям поток был, прям вот, если я поеду, что будет, а если я останусь, что будет, а надо, не надо. Мгм. Есть, что какой-то город не подходит. Вот сейчас, которые вот на заработки едут, говорят, у меня есть два выбора: на север там, либо в Москве. И мы рассматриваем вот варианты, вот если она на север уедет, если она в Москве будет, да. И вот более подходящий вариант они выбирают для себя и едут. А вот эти вот, которые за границу уезжали, мы рассматривали, говорит, у меня есть две возможности: в Европу уехать, там ассимилироваться, скажем, там, или в Америку. И мы рассматривали варианты вот именно как раз-таки, куда кому уехать. Вот сколько у меня клиентов за рубежом, в Америке и во Франции. Вот во Франции девочка недавно буквально писала, что она уже не может, а она там уже, чтобы вы понимали, лет 10, наверное, живет. И она уже говорит, все, я уже не могу. А почему? Хотя она там замужем, там ребенок у нее. Потому что а, той свободы, о которой они говорят здесь, у них нету там ее. Ну, раскрою, что это значит? Они туда не ходи, так не делай, здесь то, что они здесь себе позволяли, то есть, да, вот там уже этого нету. Его все, и вот она мне говорит, я уже не могу. Я понимаю, что мне здесь не нравится. Я начинаю ему ныть, говорит, уже, что хочу в Россию. Я говорю, там твоя семья, тебе в России никого нету. Это твоя семья. Она говорит, не могу, говорит, так. Я говорю, может, любовь прошла? Она говорит, нет, любовь не прошла, все хорошо, ребенок же, все. Но не могу жить, чужбина, все, тянет ее домой. Из-за чего большинство людей бежит за границу от того, что не реализовались здесь, да? И думают, что там... Хотя вот посмотришь, думаешь, ну ты и работал ты хорошо, и заработок у тебя был, и все, что у тебя было. Они же здесь всего продают, уезжают туда. Я думаю, что, знаешь, это где-то... Вот бывает мода, тенденция. И вот сейчас вот резко стало модным быть не патриотом, быть не россиянином и говорить, что это все не мое, и что он там меня ждет свободы. И на самом деле в Америке-то свободы никакой нет. А были клиенты, люди, да, которые к тебе обращались, и которые именно говорили про то, что там нет свободы. Ну, вот, как бы на своем... Каждый второй. Да? Каждый второй А мне что, говорит вот, об ну, этом. что именно они говорят? Они прям так и говорят, что все, кто сюда приехали, мы тут не имеем... Люди второго сорта, они прям так и говорят. Ну, рванула, а что делать? Теперь надо здесь как бы обосновываться. Назад-то дороги нету уже. Потому что деньги потрачены. Да, деньги потрачены, и немалые потрачены, немалые деньги там потрачены. И если мне сейчас, да, вот это вот сейчас будут хейтить там, типа, нет, мы тут все хорошо, вот не врите, не врите, не врите. Не надо вот это вот говорить, что там все хорошо. Те, кто уехали лет 10-20 назад, да, у них все хорошо. Да, у меня есть и такие клиенты, которые там живут уже по 10, по 20 лет, и у них все действительно хорошо, они уже обосновались, у них действительно хорошо. Да даже лет 5 назад у меня есть одна прям постоянная клиентка, но она только вот получила вот это гражданство. Только вот 5 лет она жила. Сейчас у нее все хорошо. У нее сейчас все замечательно. Она работает. Ну, может быть, вот сейчас приезжим, через лет 5, им тоже будет хорошо. А не факт же. Не факт? Конечно, не факт. Почему? Ну, во-первых, чтобы жить хорошо, ты должен двигаться. А в России люди не такие, как сказать. Я считаю, что нам здесь очень все легко достается, нежели там. Да, я согласна. Да.
потому что там надо пахать. Вот здесь жили, работали, да, ходили на работу, отработали, все, деньга пришла, да, скажем, в конце месяца. Там, чтобы заработать, ты должен пахать, как папа Карло, я не знаю, денно и ношно. Но это они сами говорят, понимаешь? Это не мои, я там не была, я не знаю, но они мне рассказывают так. Ух ты. Ух ты. Спасибо. Пахнет хорошо. Пахнет хорошо. Сейчас я буду колдовать. Так, ну это мои ведьминские ритуалы. Я никогда то, что первый раз пробую, просто так не ем. Я делаю обязательно некий ритуал, заговоры, которые потом реализуются. В принципе, я делаю это всегда. Мне не обязательно что-то новое есть, но особенно что-то новое я всегда это произношу, это все делаю. Вот. Стало мне интересно, тем более это моя тематика. Так, ну что, будем пробовать. Будем пробовать. Отлично. Все мне можно и из состава. Так, ну это, по всей видимости, это точно надо снять. Вкусно. Да, очень легко естся, и, ну, в смысле, тяжести такой прям нету. Знаешь, даже если бы здесь не было бы мяса, я бы вообще не расстроилась. Ни капельки. Потому что овощи все-таки тут прям на своем месте. Я хочу сказать, что прям здесь все на своем месте. Здесь нету прям перенасыщения каких-то продуктов. Да? Бывает такое, суп ешь, и кажется, блин, что так много мяса положили. Или наоборот, ну что-то много картошки положили. А здесь нету такого. Дай бог, конечно, им всем, кто туда уехали, устроиться хорошо, чтобы они там все устроились, но оставайтесь там. Не надо возвращаться в Россию. Не знаю, я, может быть, не права, но я не из тех людей, которые дают шансы. Один раз предавший, особенно это касается тех, кто сбежал прям от мобилизации, да, или вот это вот всего, испугался там, я не знаю, да. Такой человек очень страшный, он ведь в спину нож может воткнуть. Нет, я сейчас не про тех, кто уехали и молча сидят там. Я сейчас про тех, кто уехали и тявкают оттуда. Ну, уехали вы и живите там спокойно. Ну, не лезьте сюда, ну все, забудьте. Забудьте вообще. Корни свои забудьте. Вы же уезжали для чего? Чтобы забыть это все? Что как здесь плохо было, а там как вам сейчас хорошо? Ну, живите. Никто же вам ничего не говорит. Мы почему-то туда не тявкаем, ничего им не говорим, живут вы сволочи, там, да, там, самое. У каждого свое мнение. Возможно, вот так вот мы с тобой поговорили, да, вырезали свое мнение. Да, я считаю, что предательство. Я вот, кстати, могу простить человеку, да, там, другу, вот все могу простить, да, ошибки разные, любые ошибки, но предательство никогда. И предательство, на мой взгляд, прощение предательства, это как это, подставь щеку, да, там что-то с этим связано. Мне кажется, вот те, кто уезжает туда, они сейчас, я не говорю про тех, кто 5 лет назад уехал, да, вот до 24 февраля 2022, те, кто уехали, ради бога. У некоторых там реально есть родственники, которые давно уехали, они просто туда переехали. Нет, ну это нормально, я считаю, да. Но те, кто что-то
как угорелые отсюда, что ну, там бельтачка бежали, вот это, да, даже несмотря на то, что они сидели неделями в мексиканской тюрьме, вот эти, вот и им точно дороги назад нет. Я на самом деле патриот. Вот я никуда не уеду. Я буду здесь жить. Я даже с Элисты не хочу никуда уезжать. Вообще не... Почему ты не хочешь уезжать? А зачем? Мне здесь хорошо. Я патриот своей. Я не смогу в другом городе даже жить я не смогу. Вот я приезжаю, в командировку уезжаю, когда я приезжаю, и вот все мне давит, у меня все давит, энергии не те, все не то. И я же говорю, казалось бы, что, да, возьми с собой все свои вещи. У меня, в принципе, для работы я могу взять, ну, совершенно такой маленький пакетик, чтобы там можно было работать мне. Но я не принимаю там людей, потому что это не моя энергетика, я не смогу. Ну, все мне давит. Мне надо вот Калмыкия моя. И как люди уезжают, я прям, знаешь, искренне удивляюсь тому, как они вот это все бросают и уезжают туда. Самые частые вопросы, конечно, это отношения между людьми. Ну, очень часто сталкиваемся с тем, что то ли не понимают друг друга, то ли устают от друг друга. Ну вот. Имеется в виду семейные отношения? Семейные отношения в тупик заходят. Когда уже на разных языках разговаривают, уже и даже не разговаривают. Ну, то есть вот, тяжело. Но они хотят отношения восстановить или есть выйти из этих отношений? Есть некоторые, которые прям хотят восстановить отношения, которые хотят сохранить брак, а есть, которые развестись не могут. Не, ну в таком случае, что вот ты, допустим, разложила карты, посмотрела, и что чаще всего это, почему происходит, из-за чего? Наговоры, заговоры, там, порчи, или что это такое? Половина из них тройники, конечно, любовницы, любовники появляются. А половина из них просто тупо устали друг от друга, потому что нифига не разговаривают друг с другом. Они просто перестали понимать друг друга. Потому что есть какая-то у женщины такая дурацкая привычка молчать. Не там, где надо. Или наоборот. Ты думаешь, что это в основном из-за женщин виновата? Женщина виновата? Сейчас мужики, конечно, меня закидают шапками, но все-таки в отношениях больше умнее женщина. Ну, как бы. Я не люблю говорить «должна быть». Вот. Но здесь отношения, ну, в принципе, смотри, я никогда не поверю, если по-настоящему любящая женщина не будет чувствовать, что с ее мужиком что-то происходит. Вот никогда не поверю, потому что она это чувствует. Мужик в депрессии, вот буквально недавно был случай, мужик в депрессии, глубочайшей депрессии, у него на работе ни хрена не получается. А она это принимает на свой личный счет. Она думает, что у него баба появилась, понимаешь? Я говорю, ну ты, почему, говорю, ты так, он со мной не разговаривает. Я говорю, а ты пробовала разговаривать? Ну что, он пришел, я сижу, накормлю и все. Я говорю, ты спросила у него, как у него дела? А что, сам не видишь, что еще сам не может рассказать? Я же сама все рассказываю. Я говорю, так с тобой это все понятно. А мужчины-то, они не такие, у них надо спрашивать. И не предъявлять им претензии. И что ты молчишь весь вечер? Спроси, а что случилось? И поэтому я говорю, что это от женщины зависит. Потому что женщина, она более чувствительная, чем мужчина. Мужчина же, он вообще не бум-бум, он вообще не понимает. У них же даже нету этих разноцветий. У них же либо черное, либо белое.
И потом вот это вот ой, ходит, надулась, обиженная, а мужик не поймет, что она обиженная. Так ты скажи. Он должен сам догадаться. Мне вот это вообще очень нравится. Он должен сам догадаться. В смысле сам догадаться? Скажи. Вот и много-много-много вот этих вот мелочей, из которых прям и создаются отношения. Никогда нельзя молчать. Я всегда это говорю. Не молчите. Особенно если вы только встречаетесь, и у вас нет семьи, и получился какой-то случай, где тебе не понравилось поведение твоего мужчины. Так ты спроси, почему он так поступил. Просто спроси. А в чем дело, а что случилось, а почему ты так поступил? Просто мне это не понравилось. Вот, допустим, я это вижу вот так. И обязательно дослушай его аргументы. Потому что, возможно, в его аргументах будет что-то толковое. Это ж не идеально. Может быть, ты и согласишься с тем, что он так поступил. Ну, то есть разговаривайте, и у вас не будет в начальных, прям с самого начала, как только начали,